Саламатсыздарбы? Биз азыр Балыкчы шаарындагы номер 5-чи Чыңгыз Айтматов атындагы жалпы орто билим берүү мектебине келдик. 6 октябрь мугалимдер күнүнө карата Александра Даниловна аттуу мугалимден кыскача маектешип жана интервью алалык деп келдик азыр. Родные ваши лица, вы крылья дали нам путевку в жизнь. Чтоб долететь, могли мы словно птицы до мудрости заснеженных вершин. Учителя для нас, вы свет в окошке, свет знаний, свет ума и теплоты. И даже если светитесь немножко в глазах, у вас озера доброты. И даже если сердитесь немножко, в глазах у вас озера доброты. Спасибо вам за истины простые, спасибо за терпение и труд. Спасибо, что... Здравствуйте, Роза. Здравствуйте. Александра Даниловна, я вас поздравляю с наступающим праздником. Спасибо большое. Вот, давайте начинаем наш репортаж. Расскажите о себе. Меня зовут Александра Даниловна. Родилась я в этом городе, в городе Балыкчи. Ранее он назывался город Рыбачье. Училась в школе Каралаева, закончила эту школу. После поступила в Бишкекский гуманитарный университет на факультет русского языка и литературы на заочное. В общем, сразу работала и училась. Получается у меня так. Я с 18 лет начала уже свою профессиональную деятельность. И вот у меня уже 28 лет в этом году моему стажу. Посвятила всю себя работе с детьми, потому что это, говорят, учитель – это не профессия. Учитель – это призвание. Как вы думаете, какова роль учителя в обществе? Я думаю, что роль учителя очень огромная, потому что на плечи учителя ложится действительно очень много работы, забот, проблем. Учитель, ведь он не только учит своему предмету, учитель и воспитывает. Учитель – это вторая мама, я так считаю. Семья дает свое воспитание, но учитель... Ребенок находится полдня в школе, и, естественно, учитель отдает всю себя для воспитания, чтобы у нас новое поколение наше было лучше, чем мы. Поэтому я считаю, что очень большая роль. Ведь и президенты, и министры, и все любые профессии начинаются с учителя. Что повлияло на выбор профессии учителя? Что повлияло на выбор профессии? Я с детства любила играть в школу. Даже еще когда не пошла в первый класс, была маленькая, я всегда рассаживала всех своих кукол, мишек, игрушек и учила их. Поэтому как бы с выбором профессии, получается, я определилась еще в раннем возрасте. Чем отличается профессия учителя, когда вы работали и сейчас? Я считаю, что многим не отличается. Единственное, что сейчас появились новые технологии, все по-новому. Сейчас у нас получается все компьютеризировано, раньше этого не было. Телефоны у детей, смартфоны, планшеты. То есть для ребенка открывается более широкий горизонт в обучении. То есть, если раньше учитель нес всю информацию ребенку, то сейчас у ребенка кругозор может расшириться не только благодаря учителю, но и посредством и массовых информаций, и то, что у них сейчас такая техника, и компьютеры, и интернет-доступ безграничный получается. Поэтому у детей больше возможностей сейчас учиться. Главное, чтобы дети хотели учиться. Вот в этом весь вопрос. Сейчас мы перейдем к блиц-вопросу. Вы это коротко, да? Да, нет, или там коротко, да? Вам понятно, да? Тогда начнем. Вам нравится ваша профессия? Да, очень.
Как вы думаете, если повысится зарплата учителей, то решатся многие проблемы у школы? Ну, я думаю, да, некоторые решатся. К чему мотивирует вас ваша работа? Моя работа мотивирует к тому, чтобы я самообразовывалась, шла дальше, не останавливалась на месте. И мотивирует к тому, чтобы я всегда любила детей, была доброй и самой лучшей учительницей. Спасибо. Ваши сильные стороны? Моя сильная сторона – это любовь. Любовь к детям. Да? Любовь к детям. Да, прекрасно. Последний вопрос. Вот. Чему вы больше внимания обращаете на вашем рабочем столе? Больше внимания обращаю на то, чтобы был порядок. Если есть порядок, значит, у меня все будет хорошо. Да, прекрасно. Теперь продолжаем наш долгий разговор. Так. Вы достигли поставленных целей? Я еще не всех целей достигла, потому что я люблю участвовать на различных тренингах, принимать участие в проектах, потому что я самообразовываюсь, я хочу достигнуть еще чего-то большего. Все равно чего-то мне еще не хватает. Так что целей у меня много, и я иду к ним. Как вы представляете будущее? Каким я вижу будущее? Знаете, самое главное, для нашей страны хочется все-таки процветания, светлых дней всем. И самое главное, чтобы на нашей земле не было войны. Вот наши дети, чтобы были счастливы. Если бы вы были министром, что бы вы сделали? Если бы я была министром, ну, наверное, я бы постаралась создать все условия для обучения детей, нормальные условия. И для учителей, конечно, тоже. Может быть, если бы у меня была такая возможность, я бы повысила зарплату учителям. Все думают, что это легкий труд. Это не легкий труд. Абсолютно не легкий труд. Тем более сейчас, в наше время, вот сейчас у нас дистанционное образование, это очень тяжелый труд. Потому что детки наши, они, даже когда выполняют задания, когда мы сидим в классе, один урок ограничивается 45 минутами. А дистанционное образование, они находятся дома, родители на работе, они могут выполнять работу только вечером, потому что у них нет телефонов, телефон у мамы или у папы. И поэтому детки шлют свои задания, бывает, и до 12 ночи. Поэтому я и говорю, это очень тяжелый труд. И, наверное, я все-таки подумала бы об учителях тоже. Но чтобы в эту профессию, в профессию учителя шли настоящие люди, которые действительно хотят учить детей, учиться сами, нести свой свет детям и родителям тоже. Понимаете, это не просто профессия, это образ жизни, это призвание. Я так считаю, это мое мнение. Теперь, пожалуйста, ваше пожелание. Ну, в преддверии нашего праздника, Дня Учителя, дорогие мои все коллеги, уважаемые учителя, поздравляю вас всех с наступающим праздником, Днем Учителя. Желаю вам только радостных и светлых дней. Здоровье, конечно, самое главное. В нашем нелегком труде желаю вам терпения, успехов, всех благ. И пускай все ваши мечты, которые вы где-то держите в себе внутри, пускай они все ваши мечты исполнятся. В общем, всего-всего вам, дорогие мои учителя. Счастья вам! Спасибо вам большое. И успехов в вашем нетрудном в деле. И это семейное счастье, конечно. Ну а вам я хочу пожелать творческих успехов на работе. Учите наших детей, учитесь сами, повышайте свою квалификацию.
в семье, чтобы у вас все было хорошо. Говорят, главнее всего это погода в доме. Вот какая погода у вас дома будет, значит, такая погода будет у вас на работе. Поэтому я вам тоже желаю удачи, счастья и всего-всего самого хорошего. Спасибо вам большое.